Всем привет! Меня зовут Раиса Зубарева. Вы на канале Движение за независимость Саха. Ну что, у нас, значит, появились первые претенденты на кресло мэра города Якутска, столицы Алмазного края. И один из них это Дмитрий Дмитриевич Димдимыч, да, его зовут все, Садовников. Как только появилась эта новость, что «Единая Россия» выдвинула Садовникова, он первые несколько дней молчал. Он, наверное, сам офигел от того, что его кто-то выдвинул в мэры, да. А потом он сказал, что вот, дескать, ну, видимо, заставили, и он уже сказал, что вот, дескать, да, это такая, значит, хорошая инициатива, да, я там поработаю на благо города, на благо республики, ну и вот это все, что ему велено было сказать, он сказал. А мне-то такое, у меня такое впечатление, что он немножко офигел, да, от такой инициативы. Как это так? Он, значит, чиновник правительственный, республиканского масштаба чиновник, да, и его вдруг спускают на уровень города, на городской муниципальный уровень. Это явное понижение в должности. И он, наверное, забегал, начал звонить, кому я что плохого сделал, почему меня, значит, лишают моей, значит, нормально высокооплачиваемой должности в правительстве. Почему я теперь должен быть обычным завхозом, грубо говоря, да? Почему я должен управлять городом Якутском, где столько проблем, да? Почему я должен бегать по этим помойкам, по этим лужам и решать вот эти все, значит, дурно пахнущие вопросы? Вот такое, да, это на самом деле понижение, на самом деле это не очень хорошая история для самого Димдимыча. Многие вот говорят, и я, между прочим, каюсь, я тоже когда-то была такого мнения, что, может быть, Димдимыч хороший хозяйственник, он там что-то нормально будет, значит, управлять городом, и было бы неплохо. Но сейчас-то вот прошло очень много лет с того времени, как Димдимыч стал управлять вообще хозяйством всем в республике, да? Что изменилось? Что изменилось в коммунальном, например, хозяйстве? Ничего не изменилось. Как тонули, так в фекалиях, так и тонем, да? Как там все горело, он, кстати, управляет этим тоже, да, всем, работает над этим. Пожары были, так все и горит. Как паводком топит и улусы, и села отдельные, да, так и топит. Как дорог нет, так их не было, так их и нет. Как ЖКХ, значит, 20-30 лет назад было, в таком состоянии еще ухудшилось, так все и осталось. Ну и какой хороший управленец из Дмитрия Садовникова, Димдимыч. Ну какой хороший управленец? По-моему, никакой. По-моему, люди сами себе придумали, что он хороший управленец, и вот в эту свою, значит, вот в то, что они придумали, вот в эту сказку они сами верят. Никакой он не хороший хозяйственник. Он вообще никакой хозяйственник, если так честно говорить, да? Я больше скажу. Хоть Садовников. А, кстати, у новых людей была такая инициатива, что вот, дескать, давайте, горожане, вы выбирайте, а мы попробуем эту инициативу протолкнуть. Ну, вот эту кандидатуру протолкнуть, да, на пост главы. Но они потом все переиграли, и у них значит, кандидаты от новых людей. Вот Мырова Татьяна, да, она это бизнес-леди, мы все ее знаем. Она управляла одной из частей бизнес-империи Скрипина, да, ресторанного предпринимателя. И там у них Николаев был, там у них какой-то еще Ефремов был, да, тоже. Ну, парни неплохие. Вот, но я хочу сказать, что кого бы ни выбрали, хоть Садовникова, хоть Тымырову, хоть кого вообще, я не знаю, хоть там привлеките кого-нибудь из варягов каких-нибудь москвичей, да любого человека посадите на кресло мэра, в кресло мэра города Якутска, и будет
то же самое, что сейчас было при мэре Жене происходит, да, что было при Айселе Николаеве до этого, когда он был мэром, что было там при Заболеве и так далее. Ничего не изменится, абсолютно ничего. Почему? Во-первых, да, во-первых, сейчас уже, потому что нет никаких выборов, да, мэр будет подотчетен Айсену Николаевне. Он не будет отчитываться перед людьми. Он не будет переживать за то, что вот его на второй срок не выберут, или плохо о нем подумают, плохую память о себе оставит. Да? Он об этом переживать не будет. Он будет переживать о том, чтобы ему не настучал по шапке Айсен Николаевич. И не разговаривал бы с ним, как помните, как с Евгением Григорьевым Айсен разговаривал. Говорил ему: не ври мне, Женя. Да? Вот представляете, да, какой уровень общения? С каким пренебрежением глава республики относится к своим коллегам. Не подчиненным, коллегам. Будущий мэр будет заботиться об этом. И плевать ему будет, что у него там есть, у него там лужа, течет, у него там канализация, не течет. Он будет так же, как Айсен Николаевич, подражая ему. Помните, мы с вами говорили, что все они мини-Путины. Путин врет, Николаев врет, и все, значит, чиновники, которые под ним стоят, тоже врут. И он тоже вот будет так же делать. Он будет рассказывать красивые сказки, как у нас город развивается, как у нас все прекрасно, какие у нас инициативы, как мы тут ЭСЭХ провели, как мы тут с алкоточками боремся, да? А на деле ничего происходить, меняться в лучшую сторону не будет. Все будет только ухудшаться. Система такая. Такая система. И никто ее не изменит, пока Россия находится вот в таком состоянии, в котором она находится. Пока у власти Путин. Пока мы являемся колонией Москвы. Ничего не изменится. Но понаблюдать за тем, что происходит, за этим цирком, да, будет интересно.